Структуру ингушского народа составляют этнотерриториальные общества, или же, как принято их называть, шахары. К ним относятся такие, как Джерхуой, Фяепи, Соры, Хамхой, Чулхой и другие. Территориальный фактор был одним из основополагающих факторов формирования ингушских обществ шахаров. Так, начиная от верховьев реки Фартанги до реки Гехи, располагался целый ряд небольших этнотерриториальных групп, позже получивших известность под общим наименованием Орстхой, также именующие себя карабулаками. Это этнотерриториальные группы Мержой, Сечуй, Галай, Гандалой, Мужахой и другие. Орстхой имеют тюркское наименование карабулаки, которое появляется в русских документах не позднее 60-х годов XVIII века в связи с переселением части карабулаков на плоскость, а в 70-90-х годах того же столетия оно фиксируется в трудах западноевропейских авторов. Этимология этнонима Орстхой, по мнению некоторых исследователей, указывает на связь его с ингушским словом аре, то есть равнина, иначе Орстхой – жители равнины. Последнее приводит к предположению, что данный этноним возник в свое время как общее название всех вайнахов, обитавших на предгорных равнинах. Следовательно, этимология его свидетельствует, что в основе данного этнонима явно прослеживается территориальный, географический принцип происхождения наименования, а не этнический. Происхождение и принадлежность Орстхуаэского шахара описаны во многих исторических трудах и архивных материалах. Многие исследователи отмечали карабулаков как отдельный этнос, некоторые же описывали их как составную часть ингушей и чеченцев. Далее будут приведены источники из исторических материалов, в которых сообщается о происхождении Орстхуаевтев карабулаков. Петр Симон Паллас, немецкий ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе конца XVIII – начала XIX веков. В своем труде «Заметки о путешествии в Южное наместничество Российского государства 1793-1794 годах» он отмечает, что карабулаки, соседствующие с ингушами, происходят именно от них. Сборник сведений о кавказских горцах. Выпуск 8. Тифлис, 1875 год. Воинственность галгаевцев была причиной того, что соседние с ними племена нередко нанимали их, или платили им дань за защиту от других каких-либо враждебных соседей. К числу позднейших обществ принадлежит еще карабулакское, населявшее северо-западный угол ингушской территории. Оно составилось, как и назраановское, из переселенцев горских обществ и не имеет никаких исторических преданий. В последнее время карабулаки стали называться галаашевцами, по имени ущелья, которое они заняли. Карабулаки были довольно воинственный народ и пользовались между соседями своими славою разбойников. Во время самостоятельного существования они управлялись, как и галгаевцы, выборными из своей среды, так что между ними не существовало каких-либо наследственных общественных обязанностей. Сборник исторических, бытовых и географическо-статистических сведений о терском казачьем войске. Владикавказ, 1888 год. В окрестностях того места, где извилистая и быстрая Сунжа делает последний решительный поворот с юга на восток, а также неподалеку от среднего течения Асы, главного притока Сунжи, и левого берега соседней с нею Фартанги, в труднодоступных местностях, среди восточных отрогов главного хребта, живут два беспокойных и воинственных общества ингушевского племени, карабулакское и галаашевское. Утверждение русского владычества на Кавказе. Том 3. Тифлис, 1904 год. Северную часть этой территории заселяют ингуши, назрановцы, галаашевцы и карабулаки. Назрановцы занимают довольно плодородную полосу земли между реками Камбелеевкой и Сунжей, от Кабардинско-Сунжинского хребта до Тарской долины в Черных горах. Галаашевцы обитают по среднему течению реки Сунжи и Асы. Южная часть местности галаашевских ингушей мало заселена и покрыта сплошными лесами, северная же, наоборот, безлесна и заселена гуще.
Обе эти группы ингушей составляли довольно значительное и сильное племя. Помимо верхнего течения рек Асса и Фортанга, арстхойцы проживали совместно с ингушами и на территории современного пригородного района. Исследователю Леонтию фон Штедеру принадлежит труд под названием «Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренней местности Кавказа», предпринятого в 1781 году. В нем сообщается, что карабулаки проживали совместно с ингушами в поселениях на притоке реки Сунжа, на территории сел Ахки-Юрт и Таузен-Юрт, которые с 1944 года носят название Сунжа и Камгарон. Эти сведения приводит Наталья Волкова в книге «Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX веках» на странице 160. Миграция ингушей происходили не только в Тарскую долину, но и в район реки Сунжи. Штедер указывает на этой реке селение Казах-Гечу, в 35 дворов, население которого было ингушско-карабулакским, а также дистрикт Ахкин-Юрт в высоких горах по той же реке, населенный пришедшими с гор карабулаками и ингушами. Поселения ахкинюртовцев, возникшие на притоках реки Сунжи, были весьма значительными, когда эти места посетил Штедер. 3 или 4 селения располагались под лесистыми горами по левой стороне реки Сунжи, по правобережью находились поля. Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, культуролог, публицист, один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Из-под его пера вышла книга под названием «Кавказ. Его горские жители в нынешнем положении», изданная в Москве в 1846 году. На странице 121 этой книги автор сообщает следующее. Кисты, ингуши и карабулаки говорят все одним языком. Исходя из всего вышесказанного, по историческим сведениям можно подытожить, что орстхои действительно являются ингушским шихааром и ведут свое происхождение от ингушей.